Добрый вечер. Вы смотрите проект «Якутия в деталях». Мой доктор, с вами Иван Луцкан. Имплантация зубов крайне важна человеку для продолжения полноценной жизни. Протезирование дает возможность восстановить удаленные или утраченные зубы. Конечно, можно годами ходить без зуба, делать вид, что все нормально, не улыбаться широко, отказаться от любимой еды, визуально постареть и наблюдать, как страдают оставшиеся зубы. Именно поэтому специалисты рекомендуют обращаться к врачу до появления серьезных проблем со здоровьем. И с нашим сегодняшним гостем мы поговорим о том, почему важно следить за гигиеной рта, а также обсудим варианты решения уже возникших проблем. У нас в гостях студии телеканала «Якутия-24» Александр Архангельский, врач-стоматолог, хирург-имплантолог Якутского специализированного стоматологического центра. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте. Так, программа у нас больше познавательная, а не научная, а практическая. Давайте расскажем, пожалуйста, нашим телезрителям чем все-таки отличается хирург-стоматолог от терапевта-стоматолога, и какие вообще направления есть в вашей специализации? Стоматолог-хирург больше отличается именно по типу приема, да, то есть хирургические манипуляции, все именно встречающиеся в стоматологии, начиная от удаления зубов до сложных каких-нибудь операций, да, в полости рта делает хирург-стоматолог. Да? А с остальными, получается, с лечениями там, кариесов, установками пломб и так далее занимается уже стоматолог-терапевт. Помимо этого, конечно, есть еще другие специальности, да? Например, стоматолог-пародонтолог. Пародонтолог, он в общем занимается лечением пародонта, то есть это окружающие ткани, мягкие ткани, окружающие, зуб, мягкие ткани. Да, и получается слизистой полости рта занимается, да, и именно деснами, да, состояние десен. Все это, получается, всем этим занимается пародонтолог. Дальше еще у нас есть стоматолог-ортопед. Ортопед, как известно всем, занимается протезированием, да, то есть от простого протезирования, да, заканчивая сложным протезированием. То есть простое — это имеется в виду пластинчатые протезы, да, то есть это пластмассовые обычные протезы, которые съемные. Да. И сложное протезирование — это уже протезирование на имплантах. Ну и если зубочелюстные какие-нибудь аномалии есть, такие уже протезирование на зубочелюстных аномалиях. Да, таким он занимается. Еще есть стоматологи-гигиенисты, но гигиеной обычно занимаются у нас пародонтологи в стоматологическом центре, да. Ну и в частных обычно, да, гигиенисты существуют, они занимаются гигиеной полости рта, ну и, получается, учат гигиене полости рта, как правильно ухаживать за зубами, ну и, получается, состояние именно гигиены полости рта. Дальше еще есть ортодонты. Это очень важные люди для пациентов, да, потому что ортодонты, они занимаются в общей сложности именно прикусами. Да. У нас сейчас, не только в Якутии, вообще по всей России, по всему миру, очень сильно страдает именно зубочелюстная система, зубочелюстные аномалии. Да. На данный момент у нас практически 50% случаев, в 50% случаев пациенты страдают именно из-за прикуса. Да? Все проблемы начинаются с прикуса, начинаются именно проблемы с прикусом. Почему появляются? Да? Потому что сейчас, на данный момент, практически, как я уже сказал, в 50% пациентов зубочелюстные аномалии из-за маленьких челюстей. Да, это зависит именно, получается, все это от, так скажем, от питания. Развитие именно зубочелюстной системы, от анатомии. Да, если пациент страдает, например, дети, например, часто страдают из-за заболеваний верхних дыхательных путей, да, не будет развиваться верхняя челюсть. Самое плохое именно в этом. Надо детей
правильно лечить, да, быстро вылечить, чтобы таких вот проблем не было с челюстью. Да. Все это, конечно, взаимосвязано, да, у человека. Вот так вот. И поэтому я вот не ошибусь, да, если скажу, что это очень важный врач, да, стоматолог для пациентов. Вот если взять ваши непосредственно обязанности, вот чем вы занимаетесь в своей работе? Ну, если взять именно меня, да, я занимаюсь вот именно хирургическими манипуляциями, как хирург-стоматолог, ну, начиная от простых, от удаления зубов, до заканчивая вот тоже со сложными операциями, да, такие как пластика кости, да, это для имплантации нужно будет, да, и, ну, то есть имплантация, костные пластики, синус-лифтинги, да, и так далее. Ну, то есть этим мы тоже не ограничиваемся, еще есть новообразование в полости рта, этими тоже занимаемся, конечно, да, убираем вот новообразование полости рта, которые возможно в амбулаторных условиях убирать, да, то есть удалять и уже в дальнейшем вести динамическое наблюдение за пациентами. Ну, вот кто чаще к вам обращается? Это люди, возможно, пожилые или, наоборот, молодые, хотят зубы себе сделать красивые? Ну, я насчет этого врать не буду. Проблемы с зубами, да, в основном, ну, то есть не в основном, а проблемы с зубами есть у всех. Да? Ну, конечно, в основном обращаются пожилые люди, которые, ну, по каким-то причинам, по осложнениям и так далее, потеряли зубы. Да? В основном там, ну, по процентному соотношению, если посмотреть, где-то 70% обращаются пожилые люди. Ну, то есть люди среднего возраста и уже пожилые люди. Ну и оставшаяся часть, да, это уже молодые люди, да, больше, ну, больше где-то 20 лет, да, они обращаются именно к хирургу, чтобы возвратить утратившиеся зубы, получается, для установки имплантов. Вот если посмотреть подготовку к имплантированию зубов, как, с чего она, во-первых, начинается, какие есть показания к этому и какой путь должен пройти пациент? Ну, все начинается с консультации, естественно. На консультации, если пациент не понимает, что это такое, имплантация дентальная, если дентальная имплантация ему, получается, неизвестна, мы полностью все объясняем. Что это такое, как это происходит, какая операция нужна будет, да, что там делается во время операции. Ну, все это, конечно, очень страшно звучит, да, но пациенты сейчас, ну, конечно, боятся, но после того, как все объясняешь, все у них получается, все по полочкам разлаживают, видимо, и понимают, что это такое, ну, и понимают, естественно, что им это нужно. Да? Чтобы возвратить вот утратившиеся зубы, нужно, конечно, все это понимать. Ну и получается, ну, хоть как-то принять для себя, да? Чтобы не паниковать во время операции, чтобы не бояться, да, и так далее. Ну, во время, извините, консультации по имплантации, да, мы обычно все это полностью объясняем. После этого отправляем на дополнительную диагностику, то есть это рентген-снимки, КТ-снимки. Обязательно КТ-снимок нужен для того, чтобы запланировать операцию. Да? Планировать операцию, как нужно установить импланты, под каким углом установить импланты, где установить импланты, выбрать именно, подобрать, выбрать имплант, да? Именно по системам и так далее. В общем, все это очень углубленно и индивидуально все делается. То есть... Ну, по времени сколько может занять? Вот минимальный, допустим, срок и, ну, такой на вашей памяти максимальный. Ну, так скажу, минимальный срок, да, после установки, например, устанавливается имплант, и нужно будет ждать для того, чтобы остеоинтеграция пошла, то есть кость захватил имплант, по-простому говоря. Для этого нужно как минимум 3 месяца. Через 3 месяца уже можно будет на этот имплант коронку поставить, да, и так далее. Но это самый минимальный срок. А самый максимальный, если у человека какие-нибудь зубочелюстные аномалии, если сложная операция будет там с добавлением кости, с наращиванием кости и так далее, то может дойти до года примерно. Да? Ну, это у всех индивидуально, у всех подбирается именно план лечения. План лечения конструируется, и, получается, мы уже начинаем заниматься
именно. Вот нужно для этого, нужна, конечно, для этого всего нужна подготовка. В общем, подготовка подразумевается именно лечениями зубов, удалениями именно зубов, которые не подлежат лечению, которые не подлежат восстановлению, да, даже посредством коронок, да, на зубах. Все эти, получается, ненужные, так скажем, да, зубы, они все удаляются. Да? То есть пациент должен быть уже готов перед операцией. То есть все вот очаги, которые вот есть, даже вот кариесы, да, должны быть полностью вылечены, чтобы в дальнейшем не было осложнений. Угу. Ну, стоматология, мы знаем, это быстро меняющееся направление медицины. Наверное, каждую неделю что-то новое, интересное в практику стоматолога вводится. Ну, давайте возьмем, допустим, горизонт 5 лет. Вот за 5 лет насколько поменялось подходы в тактике ведения пациентов? Ага, ну, в последние 5 лет ну, очень вот распространилась, да, именно точная хирургия. Сейчас именно дентальная имплантация, именно точная, цифровая, так скажем. Это, получается, работа с шаблонами, то есть пациент делает КТ-снимок, с этим КТ-снимком, ну, то есть люди, занимающиеся именно, ну, тут в Якутии нету такого. Мы КТ-снимок отправляем в Москву, например, ну, это как пример рассказываю. В Москву отправляем, этот 3D-снимок они загружают в специальную программу, и через эту специальную программу они, получается, делают план лечения, то есть план установки имплантов. Такие вот, получается, шаблоны, они делаются именно, как я уже сказал, в цифровом виде, да, в цифровом формате. Все это делается через компьютер, это, конечно, очень точно выходит. Да, и получается, шаблон нужен для того, чтобы импланты установить именно правильно. Да. Вот, например, если у человека там рядом, ну, с предполагаемой областью, да, есть какой-нибудь сосуд крупный, или, например, нерв есть, да? Если нерв есть, то, получается, через вот эту программу они устанавливают вот имплант, чтобы их не повредить, да? Именно в нужном именно положении и в нужном, под нужным углом. И вот после того, как они конструируют вот этот план лечения, да, они вот это все делают на капе, то есть капа, которая устанавливается на челюсть во время операции, да, и получается есть специальные фрезы, которые вот ровно подходят под эти отверстия, которые там сделаны, и угол там подбирают, ну, уже подобран. И нам остается только установить этот, ну, каркас, так скажем, капу, да, и через эти отверстия уже высверлить, получается, кость. И это очень точно получается. Сейчас очень широкое распространение в будущем, ну и сейчас распространяется. И в будущем, скорее всего, очень, ну, практически всегда импланты так будут устанавливать. Но вот это цифровой протокол называется. Все делается по протоколу. И этот протокол получается менее, так скажем, инвазивный. Да? Там, получается, не повреждаются лишние ткани, так скажем. И устанавливаются вот именно в сложных ситуациях, да, когда у человека практически совсем нету кости, а кость есть только островками, да, и на эти островки, например, устанавливаются вот такие импланты, таким способом. Вот так. Ну, судя по тому, что вы рассказали, имплантология дело, ну, очень серьезное, и, наверное, там есть и понятие участия пациента в этом процессе. И вот бывает ли такое, что где-то пациент нарушает те правила, которые ему предписаны врачом? И тогда все пойдет наперекосяк. Да, и бывают такие случаи, но мы практически всегда пытаемся пациента именно предупредить, обсуждаем именно постоперационный период, да, после установки имплантов, как себя надо вести, что надо делать, какие препараты принимать для того, чтобы имплант точно прижился, так скажем. Ну и получается, ну, с этим практически проблем не бывает, потому что пациенты, они всегда уже знают, с чем имеют дело. Имплантация — это, конечно, серьезно. Пациент уже понимает, с чем имеет дело, да?
Имплантация — это непросто, да, то есть организм может не принять этот инородный предмет, так скажем, да, и поэтому пациенты понимают и все выполняют практически всегда. Таких проблем, ну, 1 на 100, наверное, бывает такое, когда пациент вообще не занимается своим здоровьем, во-первых, во-вторых, пренебрегает именно рекомендациями, да, рекомендации не выполняет, ну и получается, ну, как будто специально, да, делает наоборот, все с точностью наоборот. Ну, таких пациентов практически нет. 1 раз, может, там, в 5 лет, может быть. Ну, если уж взять тогда про психологические проблемы, которые возникают, возможно, при установке имплантов, понятно, многие боятся боли, например. Да, может быть, боятся, что там пойдет какой-то процесс, вот, все осложнится и будет все вообще без зубов останешься. Вот как работать в этом случае? Вот, как вы находите контакт с пациентом? Ну, какие способы обезболивания есть? Какие способы обезболивания? Ну, обезболивание у нас обычно идет местное, да, под местной анестезией все делается. Но сейчас анестетики очень хорошие, да, бояться практически не стоит, потому что когда анестезию поставил, практически ничего не чувствует. Ну, конечно, чувствует, что, например, я что-то делаю, да, а боли, конечно, не будет. Ну и анестетики очень долго действуют, во время операции там даже добавлять не приходится. Да? То есть 1 раз поставил, операцию сделал, хотя бы даже вот 2-часовую, да? Анестезия будет дальше работать до 3-4 часов спокойно. Да? И есть, конечно, еще способы именно обезболивания. Ну, если поговорить о способах обезболивания, есть, конечно, лечение зубов, удаление зубов, установка имплантов под седацией, да, то есть под наркозом. Есть, конечно, такой способ, но на практике мало где делают, конечно, да. У нас вот в РБ-2, в челюстно-лицевой хирургии, такое делают. Ну, это по показаниям, да, пока по показаниям делают. Ну и в некоторых частных стоматологиях, конечно, такое уже появляется, да, в некоторых. Почему я сказал по направлению? Да, потому что когда зуб, например, да, нужно удалить, а у пациента есть аллергия на место анестетики, на все аллергии, да, на все места анестетики. Аллергия если есть, то приходится нам отправлять таких пациентов в челюстно-лицевую хирургию, чтобы они под наркозом удалили. Да? Ну, это, конечно, очень большая проблема на самом деле, да, в настоящий момент, потому что вот практически ну, половина, так скажем, да, из молодого поколения, практически все они аллергики. Аллергия очень часто встречается. Да? Это, конечно, очень опасно, сами понимаете. Бывают очень большие осложнения после постановки анестезии, да? И когда аллергия, получается, происходит, там могут быть последствия. Да? Поэтому, конечно, это очень опасно. В таких случаях мы, ну, например, из анамнеза, если узнаем, если у пациента аллергия, да, мы направляем таких пациентов на аллерготест, то есть к аллергологу, на консультацию, и чтобы узнать именно титр аллергии, да, получается. Ну, после того, как они проходят аллерготест, мы уже узнаем, на какие анестетики аллергия, да, и, получается, ставим уже те анестетики, которые, вот, ну, на которые аллергии нет у пациента. Как раз есть 2 метода имплантации зубов: классическая двухэтапная и одномоментная. Вот в чем разница между ними и какие сейчас используются? Так, ну, мы еще называем традиционная, получается, в 2 этапа имплантацию. Традиционная называем, то есть такой способ сейчас я расскажу. Именно устанавливается имплант и дожидаемся. То есть, как я уже ранее говорил, 3 месяца надо будет ждать как минимум, да, чтобы имплант прижился, на месте именно имплантации имплант прижился, и, получается, кость заросла именно в сторону импланта. Да. А одномоментный способ — это, получается, после удаления,
да, например, разрушенного зуба по показаниям удаленного зуба устанавливается сразу на его месте имплант. Да? Но тут получается все индивидуально тоже. Все зависит от состояния кости на месте вот, удаленного зуба, от количества кости, да, ну и получается от именно расположения, да, этого зуба, например. Если на верхней челюсти и рядом, там на верхней челюсти в области жевательных зубов, там рядом у нас воздухоносные пазухи. Да, пазухи. И есть практически всегда, да, там кости не бывает вообще. Да, там получается даже зубы прорастают, ну то есть зубы находятся на пазухах. Да. В таких случаях, конечно, нужно будет сначала удалить зуб, дождаться полного восстановления кости, да, и после этого только можно будет установить имплант. Вот насчет этого, да, очень пациенты вот всегда спрашивают про это. Нужно ли, ну то есть можно ли, да, зуб удалить и сразу поставить имплант и на него коронку. Конечно, можно, но это тоже индивидуально. Надо к этой снимке делать, диагностику сделать, да, в области именно установки импланта. Ну и получается с этого и так, начинать. Да? Ну а вы сами какой способ применяете чаще? Чаще, конечно, традиционный. Традиционный он самый, получается, ну, надежный, да, надежный. А из чего делаются импланты сейчас? Импланты делаются из титана, да, и получается сплавов на его основе. Да? Ну, почему титан? Потому что титан очень биоинертен, да, он, получается, очень подходит для организма. Да? Организм ну, практически всегда принимает титан, да, так как он, получается, ближе к организму. Ну и, получается, отторжений практически нет. Вот именно такого сплава, именно из титана. Есть импланты с покрытием специальным, да, ну, в основном покрытие тоже из титана, из оксида титана. Да. Оксид титана очень помогает для того, что, ну, для роста кости, да, именно, так скажем, быстрее, в общем, быстрее восстанавливается кость и начинает расти в сторону импланта, да, чтобы захватить имплант, хорошенько вот прорасти в него. А вот сейчас импланты вы какие используете, из каких государств? И санкции как-то повлияли или особо нет? Сейчас, да, на рынке есть и российские импланты, да, но, к сожалению, мы используем зарубежные импланты, да, в основном южнокорейские используем. Но себя очень хорошо показали, более 15 лет мы крутим их, да, в Якутии. Ну, ничего такого плохого я еще не слышал про эти импланты. Все очень хорошо подходят именно для нас, да, для именно вот, азиатов, так скажем. Да, очень хорошо подходят, есть широкий выбор, да, именно размеров, ну и получается практически всегда подходят именно даже при сложных имплантациях, очень хорошо подходят. Да, поэтому наш выбор именно остается именно на Южной Корее. Да. А если пришел, допустим, пациент, там один имплант корейский, второй российский, третий еще какой-то? То есть разные импланты, разных производителей. Да, ну тут проблем нет, да, спокойно можно будет импланты поставить, да, если там даже если импланты старые, ну не будем говорить старые, а установленные уже ранее импланты стоят, и нужно, получается, продолжить, да, то есть зубы удалены, и нужно продолжить, например, протезирование на этих имплантах. Можно, конечно, поставить на другой стороне, получается, челюсти, да, например, на правую сторону поставить наши импланты и запротезировать тоже. Тут, получается, таких вот проблем нет. Да. Можно и даже одной большой коронкой, да, на разные вот производители имплантов, да, поставить, спокойно запротезировать. С таким практически проблем не бывает. А вообще срок службы имплантов насколько гарантийный и вот так? Так, ну, некоторые производители дают пожизненную гарантию, да, но в среднем один имплант, ну, то есть любой имплант, да, служит, получается, от 10 до 30 лет.
да, спокойно служит. Но это, конечно, зависит от пациента тоже. То есть нужно правильно ухаживать за коронками, за имплантом, да, получается. Если пациент, например, не соблюдает гигиену полости рта, плохую гигиену поддерживает, ну, не поддерживает, то есть не поддерживает гигиену, если у пациента плохая гигиена, конечно же, могут быть проблемы с имплантами тоже. Да, то есть там может воспалиться окружающая ткань импланта, ну и может, конечно, воспалиться сам имплант. Вот. Поэтому после того, после того, как мы устанавливаем уже коронку на имплант, да, мы всегда даем рекомендации, да, уже на долгую перспективу, чтобы они ухаживали хорошенько. Вот как, правильно. Ну, то есть импланты... Ну, то есть есть какое-то отличие от обычной чистки? Нет, практически нет. То есть импланты также ухаживаются, как и обычные зубы. Да? Как обычные зубы чистим щеткой, пастой, да, и так далее. Ну и, конечно, нужно будет еще дополнительно применять именно ирригаторы, ёршики, например, да, зубные нити обязательно надо использовать, чтобы между зубами, то есть нашим зубом, да, и зубом на импланте, получается, не попадала пища и там не задерживалась. То есть надо чистить обязательно, поддерживать гигиену полости рта в хорошем уровне. Да. И еще есть профессиональная чистка. Профессиональная чистка зубов — это, то есть, врач сам делает. То есть, например, либо гигиенист, либо пародонтолог, да, занимается профессиональной чисткой. Такими чистками тоже, то есть не надо пренебрегать, то есть надо ходить на такие чистки хотя бы раз в год. Ну, всем рекомендую хотя бы раз в год ходить. Ну, а так, по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нужно ходить 2 раза в год, получается. Это каждые полгода. К стоматологу, да, то есть на консультацию хотя бы. Заглянуть, показать зубы, если что-то не так, уже лечить. Если что-то не так, уже чистить. Да, и так далее. Поэтому всем своим пациентам я такое рекомендую. Вот откроешь социальные сети, да, неважно, там ВКонтакте, Телеграм, очень часто выскакивает реклама: поезжай к нам, там, в Китай, например, в Корею, еще куда-то, и там тебе зубы все отлично сделают. В чем отличие, почему вы это, допустим, не приветствуете? Ну, зубные туры, так скажем. Да, зубные туры, они, конечно, ну, есть в этом плюсы и, конечно же, минусы. Да. Плюсы — это, конечно, со стороны пациентов, да, едут все-таки, путешествуют куда-то в другое государство, поехали. Конечно, это хорошо. Да. Человек путешествует. Поехали и заодно и зубы полечили. Тут, конечно, и экономия, время, да, и получается туризм. Время, конечно, там я слышал, да, лично я слышал, за неделю, получается, пациенту полностью все зубы коронками покрыли. Но, на мой взгляд, это, ну, немножко опасненько, потому что даже при установке коронок со собственные зубы, да, нужно динамическое наблюдение. То есть врач, ну, добросовестный, должен после установки даже одной коронки, да, динамически наблюдать. То есть время от времени звать, да, нет ли никаких побочных эффектов, да, каких-нибудь осложнений и так далее после установки вот коронки. Да. Такое не будет, вот, когда вы, например, поехали в Китай. В Китае зубы сделали за неделю, как я слышал, да? Пациент приехал сюда, и начались проблемы. Ну, это с каждым может быть, да, может и не быть, конечно. Да? Приехал пациент сюда, начались проблемы. Обратился он, например, в частную клинику. В частной клинике вот коронки, установленные именно в Китае, да, вообще не принимают. Почему? Да? Спрашивается, почему. Потому что зуб сделан, во-первых, в другом месте, и на него есть гарантия. То есть даже если на зубные туры едешь, все равно дают гарантию. Да? Сколько-то лет, например. Ну, так скажем, 3 года дали гарантию. У пациента зуб болит. Например, нижний зуб, снимок сделали, посмотрели, зуб уже на удалении.
там уже воспалился. Ну, пациент уже ходит с этими коронками, например, полгода. Да? Ну, например, в Китае не заметили вот этот процесс воспалительный, да, поставили на него коронку, и все. Пациент приехал, начались осложнения, обратился, снимок сделали, посмотрели, зубное удаление. А что сделать с коронками? Коронка-то, она, получается, почти все зубы покрывает, и она соединена между зубами. Получается, практически как подкова стоит, получается, на нижней челюсти. Приходится эту коронку распилить, то есть выпилить этот зуб, который беспокоит, да, и его удалить. И что же будет с гарантией? Гарантия сразу снимается. Понятно. Поэтому вот именно вот эта первая причина, да, именно не обращаться в другое государство, да, для того, чтобы выполнить, ну, то есть чтобы они выполнили свою гарантию, да, нужно обратно поехать. А это опять-таки деньги, время и так далее. Если человек работает, это еще проблематичнее. Ну, приходится либо отпуск брать, да, либо отгул. Ну, это вот первая причина, по которой вот именно я не рекомендую вот зубные туры. Да. Второе, получается, ну, все говорят о дешевизне, да, но есть такие пациенты, которые вот поехали дикарем. Дикарем поехали, то есть они обратились там в Китае, конечно, все бесплатно, ну, практически задешево, да, сделали. Ну, такая же проблема, да, то есть своевременно невозможно обратиться, да, к китайскому этому, например, специалисту, да, нужно ехать обратно. Ну и получается, кому повезет, там, да, если дикарем поехал, зубы лечить, например, кому попадешь? Возможно, ну, мы же не знаем, как они там работают, какой это специалист, да, попали и попали. Он пришел, что-то на своем объяснил, переводчик пришел, сказал что-то, да. Ну, вы половину поняли, половину не понимаете. Дальше установили все, ну, все красиво, все отлично, да. И после этого у вас, ну, конечно, этого не хочется, конечно, говорить, но могут быть проблемы, да, из-за этого. Без динамического наблюдения, например. Вот. Ну, каждый врач работает, конечно, по-своему. Да. Китайские наши коллеги могут работать по-другому, по другим вот протоколам, да, и так далее, которых у нас нет, получается. Если в таких случаях пациент обращается к нам, но нам приходится такие проблемы решать. Да. И честно скажу, после вот именно обращения к китайским коллегам очень много появляется вот, проблем, да, именно с зубочелюстной системой. Спасибо большое, Александр Сергеевич, что подошли к нам сегодня в студию, рассказали о важной проблеме для установки имплантов в зубах и с теми случаями, с которыми лучше не сталкиваться в жизни. Я напомню, что у нас сегодня в студии был врач Якутского специализированного стоматологического центра, врач-хирург-имплантолог. И как раз мы говорили с Александром Сергеевичем Архангельским о всей этой проблематике. Поэтому, если вы не успели посмотреть наш эфир, вы обязательно можете посмотреть повтор или найти нас в социальных сетях. На этом программа «Якутия в деталях». Проект «Мой доктор» подошел к концу. Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, в чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия в деталях. Будьте здоровы, счастливы. До свидания.